Помните, когда мы рассказывали о чувстве вкуса у ученых и об их способности передать другим этот вкус? Иногда бывает с ученым так, что он понимает смысл изученного, но не может передать или разъяснить то, что сам понял. И нашу сегодняшнюю тему, которую мы, по милости Всевышнего Аллаха, обсуждаем под названием «Величайшая тайна», также можно включить сюда. Ибн аль-Кайим говорит, относительно той темы, о которой мы будем говорить через некоторое время. Давайте сначала слова Ибн Таймии. Ибн Таймия говорит, это крайне важная тема. И он говорит сейчас о величайшей тайне. Он говорит, это крайне важная тема. Если покаяние человека доходит до такой степени, как он может не быть великим перед Аллахом? Ибн аль-Кайим говорит, и у этой радости Всевышнего Аллаха во время покаяния его раба, что является величайшей тайной, он говорит, и у этой радости по причине покаяния раба есть тайна, которую не могут постичь большинство людей и понять. Далее он говорит, и эту радость сложно понять и разъяснить. Может быть, тема о ней придет во второй части книги, что тебя порадует, иншаллах. Сейчас это всего лишь часть его слов. Давайте сейчас прочитаем, что говорит Ибн аль-Кайим, да пребудет над ним милость Всевышнего Аллаха о величайшей тайне. Ибн аль-Кайим, да помилует его Всевышний Аллах, в своей книге «Мадариджу Саликин» в первом томе, на 327 странице в издании Даруль Фаваид говорит, и это очень красивые слова о степени покаяния. Он говорит о тайнах покаяния. То есть до этого он перечислял ряд удивительных тайн покаяния и его достоинств. И сейчас рассказывает об очередной тайне. Вот его слова. Он говорит, «И среди них величайшая из тайн, которую сложно передать словами, трудно описать жестами, и к которой не будет призывать открыто призывающий к вере». То есть, если попытаться передать это определенными словами, то будет сложно подобрать подходящие для этого слова. Но я попытаюсь пояснить приблизительно. Причиной сложности в передаче словами является то, что мы, будучи способными почувствовать эту тайну, не можем подобрать нужные слова, чтобы вызвать это же самое чувство у другого. Он говорит, «Ее видят лишь сердца особых рабов. Посредством нее увеличивается их знание об их Господе и увеличивается любовь к Нему. Увеличивается их спокойствие и безмятежность в Аллахе, их стремление к Аллаху, их поминание Аллаха, свидетельство ими блага Аллаха, Его мягкости и Его щедрости. Посредством этого познается тайна поклонения и раскрывается истинная божественная суть. Ты хочешь познать суть своего Господа, велик Он и славен? Размышляй над этой величайшей тайной». Далее имам говорит, доказательством на это является хадис, приведенный в обоих сахихах от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине Аллах радуется покаянию своего раба, который обращается к нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто ехал по пустыне на своей верблюдице, вырвавшийся и убежавший от него со всеми его съестными припасами и водой, отчаялся найти ее, пришел к какому-то дереву и улегся в его тени, уже не надеясь увидеть свою верблюдицу. И когда он находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним. И тогда он взял ее за повод и сказал, «О Аллах, ты раб мой, а я твой Господь», допустив ошибку из-за охватившего его сильного ликования. Это прекрасный хадис, который мы очень часто оставляем без должного внимания. Ибн аль-Кайим, да помилует его Всевышний Аллах, предписывает человеку после его прочтения задавать себе очень серьезный вопрос. Это почему покаяние человека вызывает столь великую радость у Аллаха? Если человек попытается описать более великую радость, чем та, которую описал пророк, мир ему и благословение Аллаха в этом хадисе, он не сможет этого сделать. Вы просто представьте себе, разве может быть более великое чувство радости по причине спасения, чем та, из-за которой у человека случайно вырвались с уст слова неверия? Вы подумайте, этот человек из-за великой радости, охватившей его, оговорился и произнес, «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Ведь если человек произнесет эти слова нарочно, будучи в своем уме, он станет кафиром. Это может быть даже величайшим куфром. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, описывает тебе такую удивительную и сильную степень радости, которая помрачает рассудок человека настолько, что он произносит такие страшные слова, «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Теперь, почему пророк, мир ему и благословение Аллаха, приводит нам такой пример? То есть, видите такую радость, которая случается с людьми? Так вот, Аллах испытывает радость более великую, чем это. Более великую. А чему же Он радуется так? Что вызывает у Аллаха радость более великую, чем самая большая, которая может случиться у человека? И что же это такое? Это происходит в тот самый момент, когда человек искренне кается перед Аллахом. Естественно, возникает очень серьезный вопрос. Что есть такого особенного в кающемся перед Аллахом рабе,
что он становится достоин того, чтобы Аллах так сильно радовался его покаянию? Именно на этот вопрос попытался дать ответ Ибн аль-Каим, да помилует его Всевышний Аллах. И то, что мы сказали, что у ученых бывает чувство текста, и что они обладают более глубоким его пониманием, нежели мы, является примером. Это пример. Я утверждаю, если говорить обо мне, я много раз читал этот хадис, и мне, клянусь Аллахом, никогда даже в голову не приходил такой вопрос. Я никогда не задавался таким вопросом, не говоря уже о том, чтобы давать ответ от самого себя. Но после того, как прочитал ответ Ибн аль-Каима, мой кругозор, мое представление, я почувствовал, то есть я до сих пор помню то чувство, которое я испытывал, когда прочитал этот текст. Какой-то период я даже надоел всем окружающим. Я хватал первого попадавшегося, послушай, какую прекрасную мысль я тебе скажу, и начинал читать ему текст. Я помню определенный период жизни, я делал копии этого текста и ходил, раздавал их всем, кого встречал. Примерно 1-2 страницы. Ходил и показывал людям. Ходил и показывал всем. Люди, почитайте эти слова. Настолько это меня сильно впечатлило. Давайте почитаем этот текст и извлечем пользу, содержащуюся в нем. Ибн аль-Каим говорит, в этом хадисе мы извлекаем научное правило, что слова, которые человек высказал нечаянно из-за сильной радости, или сильного гнева, или иного подобного чувства, не принимаются в расчет. Поэтому этот человек не стал кафиром за свои слова «О Аллах, ты мой раб, я твой Господь». Это то, в чем Ибн Таймия и Ибн аль-Каим искали радости и веселья. Когда узнаешь эту великую тайну, хочется выбежать на улицу на радостях. Здесь фикховое правило, извлекаемое из хадиса, это то, что слово, которое произнесено человеком ненамеренно, не влечет за собой его наказание. Поэтому этот раб, который нечаянно произнес слова неверия, не был подвергнут наказанию, потому что произнес их ненамеренно, произнес их нечаянно, по ошибке. Известно, что гнев может повлиять на человека так, что человек произносит что-то, не понимая этого. Гнев доводит до такого состояния, или даже еще большего. Поэтому взыскивать с человека, который находится в состоянии сильного гнева за то, что он сказал, нельзя. И его развод недействителен, и слова вероотступничества также недействительны. Имам Ахмад, давая объяснение словам пророка, мир ему и благословение Аллаха, «нет развода в состоянии игля», сказал, что это гнев. Такое же разъяснение этому хадису дали многие другие имамы. Некоторые сказали, что в этом хадисе речь идет о принуждении и сумасшествии. Наш шейх Ибн Таймия сказал, «Игляк охватывает все эти состояния». Корень этого слова «галяк», что означает «запирать», потому что человек говорит не то, что намеревается сказать. Его сердце заперто и не открыто к пониманию смысла того, что он говорит. Все это – несколько строчек, написанных Ибн аль-Каимом как комментарий по определенному случаю. Более подробно он пишет относительно шариатских положений, вытекающих из вопроса нечаянного произнесения человеком слов во многих шариатских сферах, таких как договора или связанных с браком и разводом, связанных с вопросом вероотступничества и куфра, в 2 его книгах «И'лямуль Мауки'ин» и «Задуль Ма'ад». Это если человек хочет подробное изложение ответа. Далее он говорит, вернемся к его ответу. Как бы то ни было, в хадисе речь идет о радости, которую Аллах испытывает от покаяния своего раба. Этот вопрос имеет очень важное значение, и человеку нельзя пренебрегать им, нельзя не обращать на него внимания. Но об этом узнают и видят это только особые люди, обладающие особым знанием об именах и атрибутах Аллаха. Послушайте внимательно. Потом он говорит, «Аллах, это удивительные слова. Как будто бы Ибн аль-Каима заботят вещи, происходящие не в его время». Он говорит, «Нам остается заключить в эту тему лишь то, что подходит пониманию наших современников и уровню их знаний». Давайте я объясню. Он говорит, «Нам следует ограничиться в этой теме, потому что умы современников, то есть его современников, не смогут понять суть того, что я хочу донести». Далее он говорит, «Ибо их стопы еще не дошли до этого знания, а их умы не способны сейчас понять это. Однако мы знаем, что Аллах доведет этот товар до его купцов и до тех, кто по достоинству оценит их. А если по дороге он упадет и попадет к тому, кто не знает его цену, то, возможно, тот, кто запомнил знание, не понял его, но может довести его до того, кто поймет его больше него. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал это благословенное собрание тем самым, о котором и говорил Ибн аль-Каим». Ибн аль-Каим, кстати, говорил в своей другой книге «Тарикуль Хиджратейн». Также говорил о великой тайне, используя другой стиль и способ, нежели тот, который представлен в Мадариджус Саликин. Однако, наиболее лучшим вариантом является тот, что представлен в Мадариджус Саликин. Вот один из его оригинальных комментариев, который прокладывает путь к этому вопросу и подготавливает к нему. Это следующее высказывание Ибн аль-Каима. Он говорит об этой радости. И под этим имеется великая тайна, которой Аллах удостаивает, кого пожелает в соответствии его пониманию. И если ты из числа покрытых толстым покровом и имеющих очень тугое понимание и ум, то тебе следует спуститься в долину тугодумов. Послушайте, что он говорит. Смотри, я тебе передаю определенную мысль, но если твой ум не восприимчив, и ты обладаешь слабым умом, то там приблизительно 6 страниц. Пропусти эти страницы и переходи на следующие, так как ты относишься к тем самым тугодумам.
Далее Ибн аль-Каим, да помилует его Всевышний Аллах, желая начать обсуждение этого вопроса, говорит: и читая его слова, вы заметите, что целью Ибн аль-Каима было разъяснение тайны этого великого и очень важного вопроса, который должен нас беспокоить, когда мы читаем хадис пророка, мир ему и благословение Аллаха. Почему Всевышний Аллах так сильно радуется покаянию раба? Подумайте, мы проходим через такое большое количество ступеней поклонения. Почему именно покаяние удостоилось такой великой радости Всевышнего Аллаха? Радости более великой, чем самая великая радость, которую человек может вообще себе представить. Имам говорит, он начинает свои слова, чтобы обрисовать в начале эскиз исследования с почтенности человека. Он вначале начинает разъяснять, какое почтенное положение занимает человек у Всевышнего Аллаха. Он говорит: зная, что Всевышний Аллах выделил род человеческий среди всех других творений, оказав ему особую честь и особую милость. Он создал человека для себя и создал для человека все остальное. Подумайте над этими прекрасными словами. Имам говорит, что Аллах создал все остальное ради одного человека, а человека создал для себя самого, пречистен и возвышен. Он наделил человека тем, что сообщил ему о себе, выделил его своей любовью и близким положением, оказал ему особое почтение, которого не дал другим. Он подчинил ему то, что на небесах и на земле, и то, что между ними. Даже ангелов, приближенных рабов Всевышнего Аллаха, Он поставил в услужение человеку. Всевышний Аллах сделал их хранителями человека, когда тот спит или бодрствует, когда он находится дома или путешествует. Всевышний Аллах низвел роду человеческому свои писания и послал посланников из них самих. Представьте себе, какое высокое положение занимает человек. Аллах создал ангелов и создал их слугами человеку. Обратите внимание на конец этих слов. Имам говорит: Всевышний Аллах низвел роду человеческому свои писания. Совершенством почтения Всевышним Аллахом человека является то, что Всевышний Аллах не просто послал человечеству свои писания, а именно низвел их к конкретным людям, чтобы те доводили их до остальных. То есть Он избрал среди людей посланников и пророков, которых почтил перед другими людьми, низведя им писания, чтобы они, в свою очередь, довели их до остальных людей. Низвел роду человеческому свои писания и послал посланников из них самих. Всевышний Аллах обратился к человеку и говорил с ним непосредственно. Он взял из рода человеческого себе возлюбленных и тех, с кем Он говорил непосредственно. Сделал в числе них аулия, угодников, и сделал особых людей, и сделал знающих людей. Он сделал человеческий род предметом своих тайн и проявления своей мудрости и объектом своей любви. Он создал для людей рай и ад, награды и наказания. Человеческий род – это нечто особое из творений Всевышнего Аллаха. Далее он говорит: положение человека не таково, как положение других творений. Аллах создал праотца человечества своей рукой и вдохнул в него от своего духа, заставил ангелов поклониться ему. Всевышний Аллах научил его названиям всех вещей. Всевышний Аллах продемонстрировал его превосходство над ангелами и всеми другими творениями. Всевышний Аллах изгнал Иблиса и отдалил его от своих врат за то, что тот отказался поклониться Адаму. Он сделал Иблиса своим врагом. Так имам незаметно переходит к следующей стадии этого исследования. То есть вначале он показывает высокое положение человека, какое место он имеет у своего Творца, пречистен и славен. До такой степени, что одного из своих избранников, которого он возвысил над всеми остальными джиннами, Иблиса, за его усердное служение Всевышнему Аллаху, когда он отказался оказать должный почет человеку, а он должен был по велению Аллаха пасть ниц перед человеком, изгнал его, проклял и отдалил от своей милости и сделал его врагом человеку. Далее: поэтому верующая часть человеческого рода – это самая лучшая часть из всех творений. Это особые, избранные Аллахом творения среди миров. Он создал их для того, чтобы завершить для них свою милость и пролить на них многочисленные, непрерываемые блага. Он почтил их особой милостью, о которой они даже не мечтают. Всевышний Аллах создал их, чтобы они просили Его дары, скрытые и явные, скорые и отдаленные, получить которые можно только любя Аллаха, а приобрести любовь к Аллаху можно только посредством покорности и предпочтения Его всему остальному. Он избрал Его, то есть Аллах сделал человека своим возлюбленным и уготовил для него наилучшее из того, что может приготовить любящий, богатый, всемогущий, щедрый тому, кого он любит, когда тот придет к нему. Причиной того, почему Всевышний Аллах оказал человеку такой великий почет и избрал его над всеми остальными творениями, в том, что Он хочет оказывать ему благодеяние. Аллах создал человека, чтобы оказывать ему благодеяние. Значит, любящий, богатый, всемогущий и щедрый к тому, кого он любит. Всевышний Аллах дал человеку завет, в котором упомянул свои приказы и запреты. Он научил его тому, что приближает раба к нему, что увеличивает любовь Аллаха к рабу,
рабу, увеличивает почет по отношению к этому рабу. Он также указал в этом завете на то, что отдаляет раба от Аллаха, что гневит его и что лишает человека почета. То есть Всевышний Аллах разъяснил человеку законы и положения, соблюдая которые человек может заслужить милость своего Господа, его почет, благодеяние и щедрость, слава ему и величие. Далее Ибн аль-Каим говорит: «У возлюбленного есть враг». Помните, немногим ранее я говорил, что частью почтения, оказанного Аллахом человеку, было то, что он изгнал и проклял ради него его врага. И начиная историю этого врага, он говорит: «У возлюбленного», то есть человека, есть враг. Это самый ненавистный из всех его творений, который открыто объявил о своей вражде. Этот враг приказал рабам Аллаха, чтобы они были на его религии, чтобы они подчинялись и поклонялись ему, а не на религии того, кто достоин поклонения. Этот враг вырывает рабов Аллаха, притягивает их к себе и делает из них свою партию. Они оказываются его пособниками против своего истинного Господа. Они становятся врагами Аллаха, вступая в союз с его врагом. Они начинают призывать к тому, что гневит Аллаха, и начинают подвергать сомнению господство Аллаха, божественность Аллаха, единственность Аллаха. Они ругают Аллаха и обвиняют его во лжи. Они подвергают искушению угодников Аллаха и мучают их различными видами мучений. Они прилагают все усилия, чтобы уничтожить их, чтобы установить свою власть, чтобы стереть все, что любимо Аллаху, и все, чем он доволен. Они хотят заменить это тем, что ненавистно Аллаху, тем, что гневит его. Всевышний разъяснил человеку, кто его враг, то есть в целях оказания наибольшего благодеяния человеку, предупреждая его об опасности, которая может исходить от этого врага. Всевышний Аллах не оставил человека без предупреждения о нем. Всевышний Аллах сказал человеку: «Воистину дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему, как к врагу». Разум нам говорит, разъяснение о вражде шайтана к человеку уже достаточно для того, чтобы мы избрали его себе врагом. Но Всевышний Аллах для большего почтения к нам говорит: «Шайтан вам враг, и я велю вам считать шайтана, который является вам врагом, врагом себе». Имам говорит: Всевышний разъяснил человеку, кто его враг, указал, какие пути и методы использует этот враг, какие у него деяния. Всевышний Аллах предостерег от того, чтобы дружить с ним, от того, чтобы войти в его группу. Аллах сообщил тебе о враге, сообщил о его путях, разъяснил, как шайтан подступает к тебе, разъяснил тебе все это подробно, чтобы ты не вышел из повиновения Всевышнему Аллаху, которое удостаивает тебя его милости, его благодати и благодеяния к тебе. Далее, в своем завете Всевышний Аллах сообщил о том, что он самый щедрый из щедрых, самый великодушный из великодушных, самый милостивый из милостивых. Милость его опережает его гнев, сдержанность опережает кару, великодушие опережает отчет. Он низвел людям в большом количестве своей милости и предписал милость самому себе. Он любит великодушие, он любит одаривать. Вся милость в его руке, все благо в его руке, вся щедрость принадлежит ему. В пророческих хадисах приводятся просто потрясающие свидетельства о Божьем милосердии. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всевышний Аллах написал над своим троном: «Мое милосердие опережает мой гнев». Еще человек может узнать из другого хадиса, что у Аллаха 100 частей милосердия, или Аллах разделил свое милосердие на 100 частей. Одну из частей он ниспослал на землю, и из-за нее творения бывают милосердными друг к другу. Так что даже скотина поднимает свое копыто, боясь раздавить своего детеныша. Все проявления милосердия, существующие в этой мирской жизни, это всего лишь одна из 100 частей милосердия, которую Всевышний Аллах проявит в судный день к верующим. Хадис говорит: Аллах оставил себе 99 частей милосердия, чтобы оказать их своим угодникам и верующим рабам в судный день. Самый прекрасный хадис, который разъясняет нам, каково милосердие Всевышнего Аллаха, это хадис о повелении Аллахом вывести из огня ада 4 вида людей. Это очень удивительный и потрясающий хадис. Всевышний Аллах велит вывести 4 категории людей из огня ада. Вывести из огня. Аллах говорит с ними, а потом велит вернуть их обратно в огонь. Представьте себе эту удивительную картину. Аллах велит вывести из огня в день воскрешения определенных людей, а потом велит вернуть их обратно в огонь. Аллах отчитал их и решил, что они недостойны милосердия сейчас. Хадис говорит: и когда их возвращает обратно в огонь, один из них обернулся назад и сказал: «Я не думал, Господи, что Ты вернешь меня обратно в огонь после того, как Ты вывел меня из него. Я думал, что если Аллах вывел меня из огня, то я спасся. Я никогда не думал, что Ты вернешь меня обратно в огонь после того, как вывел меня из него, и Господь помилует его и введет в рай». То есть вначале Аллах судил его по своей справедливости, что они недостойны быть спасенными от огня, но потом его милосердие взяло вверх, и он спас их. И так во многих хадисах. Далее Ибн аль-Каим говорит: самое любимое для него
Это очень важная нотация к милосердию Всевышнего Аллаха и Его благодеянию. Самое любимое для Него – это покрыть их своей безграничной милостью, осыпать их своим благом, сделать совершенными дары и милости, которые Он дает им, приумножить многократно свои благодеяния к ним. Всевышний Аллах знакомит рабов со своими атрибутами, со своими именами и относится к ним с любовью, давая им милости и указывая им на знамения. Самая большая степень Его любви – это то, что Он любит оказывать благодеяние людям. Далее Он Аль-Джавад, щедрый по своей сущности. Щедрость любого щедрого из творения Аллаха меньше, чем мельчайшая частица по сравнению с щедростью Всевышнего. По сути, вообще нет никакой щедрости, кроме как Его щедрость. Потому что щедрость всякого щедрого из творений – это на самом деле щедрость Аллаха. Он любит щедрости и любит одаривать, любит благодетельствовать, любит даровать милости. Это Его любовь выше того, что может представить себе человек. Он радуется, давая что-то. Радуется дарам своим, своей щедрости и оказанию милости больше, чем радуется тот, кто берет, когда ему что-то дают. Представь человека, которому дают то, в чем он нуждается больше, чем во всем остальном. Очень удивительная нотация. Радость Аллаха, когда Он дарит что-то, невозможно измерить человеческими мерками. Она намного больше даже, чем радость того, кого Он, слава Ему, одаривает. Далее. Представь человека, которому дают то, в чем он нуждается больше, чем во всем остальном. Как он радуется этому? Представь, что человек очень сильно в чем-то нуждается. Он испытывает сильную необходимость в этом. Какова будет его радость, если ему дадут это? Имам говорит, так вот, Всевышний Аллах больше радуется, давая и проявляя щедрость. А Аллах выше всех этих примеров. Даже щедрые из людей. Посмотри, какая радость охватывает их, когда они что-то дают. Радость и наслаждение, которое испытывает щедрый человек, когда он дает что-то, сильнее, чем радость того, кому он это дал. Он говорит, это чувство непостижимо для многих людей, в отличие от щедрых людей. Есть определенная категория людей, которая, когда дает кому-то что-то, радуется этому больше, чем тот, кого они одарили. Далее он говорит, тот же, кого одарили, не знает, насколько сам даритель рад тому, что он его одарил, хотя этот даритель – человек. Естественно, как всякий человек, он нуждающийся сам по себе. Вы видели такую картину, которая происходит во взаимоотношениях людей? Подумайте только, что так радуется даритель, который сам нуждается. И среди этих нуждающихся находятся такие, которые радуются, когда дарят кому-то что-то, хотя сами бы не отказались от того, что дарят. Имам говорит, хотя этот даритель – человек. Естественно, как всякий человек, он нуждается сам по себе. Он боится того, что, возможно, он сейчас даст, а потом ему придется просить даже у того, кто ниже него. Несмотря на все это, он испытывает радость от того, что дает. Несмотря на то, что его душа устроена так по природе своей. В ней есть алчность и есть скупость. Что же тогда ты думаешь о том, кто превыше всего этого? Всевышний Аллах пречист от всех таких низких качеств. От Него можно лишь ожидать радости в неизмеримое количество раз более великой, чем радость того, кого Он одаривает. Далее он говорит, если бы обитатели небес и земли, все творения от первого и до последнего, люди и джинны, обитатели морей и суши, если бы они все встали в одном месте и попросили Аллаха, и Он дал бы каждому то, что тот просит, это не убавило бы то, что у него есть, ни на одну частицу. Он щедрый по своей сущности. Здесь нужно обратить внимание на один важный момент в знании об Аллахе, о котором не ведают многие люди. Он говорит, Он щедрый по своей сущности, точно так же, как Он живой по своей сущности, знающий по своей сущности, слышащий и видящий по своей сущности. Он говорит, что мы не сможем разуметь совершенство Аллаха, кроме как уразумев совершенство Его жизни, знания, могущества, Его воли, слава Ему и величие, Его слуха и зрения. Ибн Аль-Каим говорит тебе, это же самое, то есть совершенство и невозможность представить Господа, слава Ему, иначе как далеким от недостатков и слабостей, так что ничто не может ускользнуть от Его знания, ничто не ускользнет из-под Его могущества, подразумевает и безграничную щедрость. Всевышний Аллах достоин того, чтобы быть самым щедрым по своей сущности, слава Ему и величие. Далее он говорит, щедрость также из атрибутов Его сущности, прощение любимее Ему, чем возмездие, милость для Него любимее, чем наказание, снисхождение любимее для Него, чем воздаяние по справедливости, даровать желание и любимее для Него, чем лишить, раб Его, возлюбленный Его, которого Он создал для себя. Вот здесь он потихоньку переходит на раскрытие этой великой тайны. Он разъясняет тебе сейчас, что человек занимает великую степень у Аллаха. Он создал весь мир и всех его обитателей ради человека, а человека создал ради себя самого. Он почтил его, одарил милостями и удалил от него его врага, разъяснив ему опасность этого врага. И также Аллах сообщил, что к Его мудрости в сотворении человека относится и то, что он хочет проявлять свою щедрость, свое благодеяние и милость этому человеку. Хорошо, что же далее? Что же он ожидает после всего сказанного? Ибн Аль-Каим говорит, раб его, возлюбленный его, которого он создал для себя, которому он приготовил различные виды блага, которому отдал предпочтение над всеми другими.
которому дал знание о себе, которому ниспослал Писание, к которому послал своего посланника, о котором заботится, которого не предоставил самому себе, а раб его при этом может сделать нечто, из-за чего он заслуживает его гнев, подвергает себя гневу Аллаха. Этот человек, вместо того, чтобы ответить на эти милости, которые Аллах оказал ему умножением своего повиновения, своей привязанности и любви к Всевышнему Аллаху, что делает? Ослушивается Аллаха, совершает грех, который вызывает гнев Всевышнего Аллаха. И в чем же суть проблемы здесь? Ибн аль-Каим говорит, что Аллах любит быть щедрым сам по себе, любит оказывать человеку благодеяние, но этот человек своими грехами и ослушанием сам отрезает себе путь милости Аллаха, пречист Он и возвышен, по причине своих же грехов. Далее Ибн аль-Каим говорит, подвергает себя гневу Аллаха, совершает то, что не угодно Аллаху, и таким образом убегает от Аллаха. И проблема, он становится другом своего же врага, другом своего врага, другом Иблиса, шайтана, и помогает ему против себя же, примыкает к нему и тем самым отрезает путь милости Аллаха, благости Аллаха, и сам открывает дорогу наказанию, гневу и мести Аллаха, и призывает на себя от щедрого и милостивого Господа, противоположное той щедрости, благодеянию и благосклонности, которыми он описан. Всевышний Аллах в своей основе таков, что его милосердие опережает его гнев, а человек своими грехами и ослушанием вызывает у щедрого и милостивого Господа противоположное великодушию, благодеянию и щедрости. Далее он говорит, а раб его может сделать нечто, из-за чего он заслуживает его гнев, подвергает себя гневу Аллаха, совершает то, что не угодно Аллаху, и таким образом убегает от Аллаха. Он становится другом врага Аллаха, примыкает к нему, и тем самым отрезает путь милости Аллаха, благости Аллаха, и сам открывает дорогу наказанию, гневу и мести Аллаха. И он, который является возлюбленным рабом, творением Аллаха, приближенным, почтенным особой честью, превращается из такого творения в убежавшего от Аллаха, отвергшего оказанную ему честь, склонившись к врагу Аллаха, хотя сам сильно нуждается в Аллахе и не может обойтись без Аллаха ни на одно мгновение. Здесь уже начинается раскрытие тайны радости Аллаха покаянию раба. Всевышний Аллах почтил его. Он любит оказывать ему почет. И вот этот раб сам убегает от Аллаха и от его милости. Аллах хочет оказывать ему честь и почет, но сейчас он делает то, что не дает Господу оказать ему почет и честь. Человек примкнул к своему врагу и сам отказался от почета и милости Аллаха, хотя больше всего нуждается в этом, и не может обойтись без своего Господа даже на мгновение ока. Имам говорит, если возлюбленный раб становится таким, подчиняется врагу Аллаха, забывая своего истинного Господа, посмотрите на то униженное положение, до которого доходит человек. Он не только становится соучастником Иблиса, нет, Иблис становится ему как господин, которому он повинуется. Имам говорит, если возлюбленный раб становится таким, подчиняется врагу Аллаха, забывая своего истинного Господа, погружается в угождение врагу Аллаха, тогда он навлекает на себя со стороны своего господина не то, что свойственно его сущности. Когда это происходит, вдруг приходит к рабу мысль. И вот когда этот человек подчиняется Иблису, к нему вдруг приходит мысль. Имам говорит, и он вспоминает о благости своего господина, вспоминает о его сочувствии, вспоминает о его щедрости, вспоминает о его великодушии. Раб понимает, что ему не обойтись без него, и что он вернется к нему, и что он предстанет перед ним. Если он сам не придет к нему, то тогда его приведут в наихудшем виде. Сейчас, когда человек погружен в грех и ослушание, к нему приходит мысль. Эта мысль – побудительный стимул, который толкает его к покаянию. Он вспоминает милость, которую Аллах оказал ему, вспоминает благодеяние Аллаха к нему. Он вспоминает, что в конце концов он так или иначе возвратится к своему Господу. И либо он сам придет к нему по собственной воле, либо его насильно приведут к нему слава ему и величие в наихудшем виде. Имам говорит далее. Тогда он устремляется и бежит со всех ног к своему господину из земли своего врага. Он бежит, что есть мочи. Когда к нему приходит такая мысль, которая пробуждает в нем желание покаяться, он бежит из земли Иблиса и устремляется к Всевышнему Аллаху. Имам говорит, он бежит, что есть мочи, пока не прибегает к его вратам и кладет свою щеку на порог его двери, смиренный, умоляющий, сожалеющий, плачущий. Он ищет расположение Аллаха, просит милости своего господина, вымаливает у него прощение, извиняется перед ним. Тогда господин его узнает, что в его сердце, и возвращает на место гнева свое довольство. Здесь подробно раскрывается, почему Всевышний Аллах радуется. Потому что Аллах хочет оказывать ему почет. И сейчас раб отбросил от себя мешающий фактор. И Всевышний Аллах очень сильно радуется, что теперь можно рабу оказывать почет и проявлять к нему милость. Имам говорит,
и возвращает на место гнева довольство свое, на место строгости милость свою, и заменяет наказание прощением, лишение заменяет даром, спрос сдержанностью. И как радуется господин ему? Вернулся тот, которого он любит, близкий его, которого он почтил, и вернулся сам, покорно и добровольно. Вернулся к тому, что любимо его господину, и тому, чем он доволен. Он сам открыл дверь этой благости, дверь щедрости, которая любимее Аллаху, чем пути гнева, пути возмездия и наказания. Потом он пишет такой ценный комментарий в качестве примера, чтобы таким образом более понятно довести до наших умов. Он говорит: вот вам познавательная история, переданная от некоторых ученых, познавших Аллаха. Однажды, когда одному из них довелось скитаться и блуждать на пути к своему Господу, одному из богомольцев, суфиев и ученых, познавших Аллаха, случилось скитаться, блуждая в поисках Всевышнего Аллаха. Он заметил на одной улице дверь, которая вдруг распахнулась. Значит, этот человек, этот сын Адама, шел по улице и стал случайным свидетелем такого удивительного происшествия. Он увидел, как на одной из улочек распахнулась дверь, и из нее, плача и крича о помощи, вышел маленький мальчик. Из этого дома вышел маленький мальчик. Он плакал и просил о помощи. Он говорит: мать гнала его в спину в распахнутую дверь. Затем она громко хлопнула дверью прямо перед лицом сорванца и зашла в дом. Представьте себе такую картину. Открывается дверь, оттуда выбегает маленький мальчик, плача и прося о помощи. Его мать прогоняет его, затем закрывает за ним дверь. Он говорит: мальчик, весь залитый слезами, отошел неподалеку от дома и остановился, задумавшись. Ходил вокруг дома, не зная, что делать, и думал. Он не нашел для себя другого убежища, кроме своего дома, из которого его только что прогнали. И он понял, что никто его не приласкает, кроме его мамочки. Тогда он тихими шажочками, удрученный и грустный, пошел к своему дому. Упершись в дверь, он нашел ее плотно запертой. Он попытался открыть дверь, но она что? Была запертой. Он сполз и положил свою щечку на порог и уснул. Вскоре вышла его мать. Когда она увидела его в таком положении, она не смогла удержаться и бросилась к своему чаду, целуя его залитые слезами и запылившиеся щеки, и плача стала приговаривать: «Сыночек мой, куда же ты пошел, мой милый? Кто же тебя приласкает, мой маленький, кроме меня? Разве я тебе не говорила, чтобы ты слушался и не перечил мне? Чтобы ты не заставлял меня своим ослушанием делать то, что мне не хочется, наказывая тебя? Ведь мое сердце переполнено милостью и любовью к тебе». Затем она нежно взяла его на руки и занесла в дом. Это пример. Пример, который более ясно раскрывает нам смысл его слов. Далее он говорит: «Так поразмышляйте же над словами матери, чтобы ты не заставлял меня своим ослушанием делать то, что мне не хочется, наказывая тебя. Ведь мое сердце переполнено милостью и любовью к тебе». А теперь поразмышляйте над словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказавшего: «Аллах милостивей к своим рабам, чем мать к своим детям». Вы видели эту картину? Та мать разве не была так сильно рада, когда увидела своего сыночка? Такое мы можем наблюдать в нашей мирской жизни. Бывает очень непослушный и непочтительный сын, но несмотря на это, если он войдет к своей матери, плача и будучи сокрушенным, прося у нее прощения и снисходительности, ты видишь, что мать принимает своего сына и прощает его. Она желает не наказывать своего сына, хотя он заслужил наказание. Она хочет проявлять к нему любовь, которая присуща матери по отношению к своим детям. Ибн аль-Каим говорит: вы видите эту картину, которая происходит между матерями и детьми в мирской жизни? Представьте себе ее и поразмышляйте над словами пророка, мир ему и благословение Аллаха. Подобно тому, как Аллах радуется покаянию раба, он также бывает более милосерден к рабу, чем мать к своему чаду. Далее он говорит: где милость матери в сравнении с милостью Аллаха, которая охватила собой все и вся? Если раб вызывает его гнев, ослушиваясь его, то он вызывает то, что Аллах отводит от него свою милость. А если он кается перед Аллахом, тогда вызывает со стороны Аллаха то, что ближе к Аллаху, и то, что является его сущностью. Эти краткие слова заставят тебя обратить свой взор на эту тайну радости Аллаха от покаяния его раба, которая выше радости того, кто, потеряв в пустыне свою верблюдицу, нашел ее после того, как отчаялся найти ее. И за всем этим стоит тайна. За всеми этими примерами и комментариями, которые мы привели, чтобы разъяснить, почему покаяние вызывает столь великую радость Всевышнего Аллаха, за всем этим стоит тайна, которую невозможно описать словами и которую не могут постичь умы. То есть я сам вижу еще одну тайну, которую хотел бы разъяснить вам, чтобы вы поняли, но не нахожу подходящих слов. В речи людей нет средств, чтобы передать вам то чувство и понимание, которое возникает у меня в душе, когда я читаю этот хадис. Он говорит: остерегайтесь двух путей. Остерегайся пути тех, кто отрицает атрибуты Всевышнего Аллаха, муаттиля, и пути тех, кто уподобляет его творениям, мумассиля. Каждый из этих путей мерзок. Ни тот, ни другой не даст возможности почувствовать истинный запах этой религии. Потому что насмарк та'тиля, отрицание атрибутов Аллаха, и насмарк тамсиля, уподобление атрибутов Аллаха атрибутам творений, лишает человека чувства обоняния и лишает его чувства вкуса.
Об этом подробно приводится в Тарикатуль Хиджратейн, и важно приводить это, когда происходят дискуссии и споры относительно познания Аллаха и утверждения для Него качеств совершенства не так, как это делают отрицающие атрибуты и уподобляющие их творения. Некоторые люди поднимают шум из-за этого. Есть группы, причисляющие себя к исламу, при этом не веря, как говорит Ибн Аль-Каим, в то, что Аллах реально радуется. И как следствие, этот хадис не вызывает у них никаких чувств, которые возникают у суннита, который верит в очевидный смысл того, что сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что Аллах радуется, и что его радость даже более великая, нежели та, которую испытал тот человек, о котором рассказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, то эту радость надо утверждать за Аллахом на самом деле. И это наше убеждение в том, что Аллах велик, Он и славен, на самом деле радуется, увеличивает нашу веру в наших сердцах. Иначе придется отрицать еще и то, что Аллах на самом деле проявляет милосердие, испытывает радость, что Всевышний Аллах радостно встречает своих верующих рабов и другие атрибуты и качества. Далее, потому что насморк отрицания атрибутов Аллаха и насморк уподобления атрибутов Аллаха атрибутам творений лишает человека чувства обоняния и лишает его чувства вкуса. Человек перестает ощущать вкус и благоухание имана. По-настоящему лишенный тот, кому дают благо, а он не принимает его. И никто не удержит того, что дает Аллах, и никто не даст того, что удерживает Аллах. Вся милость в руках Аллаха, и Он дает ее, кому пожелает. Аллах обладатель великой милости. Я считаю, что эти слова – это великая милость, которую Аллах оказал самому Ибн Аль-Каиму, чтобы он смог донести до нас хотя бы часть того, что он чувствовал и понимал у себя в душе. Далее он говорит «раздел». Он не дает название разделу, а просто пишет «раздел». Это если ты посмотришь на радость Аллаха, связанную с благодеянием, щедростью и великодушием. Но ты должен еще посмотреть на другой аспект. Посмотри на радость Аллаха, связанную с Его божественностью и тем, что Он тот истинный, кто заслуживает поклонения. Этот аспект более важен, чем тот, который мы упомянули до этого. Однако этот момент замечают только особые люди, любящие Аллаха. Далее он приводит еще один пример, но его я советую вам прочитать самим, чтобы у вас не потерялся интерес к теме, так как чувствуется, что вы уже устали и трудно продолжать дальше читать слова Ибн Аль-Каима, да помилует его Всевышний Аллах. Давайте закончим наш урок этим удивительным и прекрасным назиданием, который приводит Ибн Аль-Каим, да помилует его Всевышний Аллах, так как она хорошо подходит для завершения нашего урока. Он говорит: если люди ищут богатство в мирской жизни, ты ищи его в Аллахе. Если люди радуются мирской жизни, ты радуйся Аллаху. Если они ищут утешения в своих любимых, ты ищи его в Аллахе. Если они ищут знакомства и связи со своими царями и авторитетными людьми, чтобы причаститься к их величию и возвыситься, ты ищи знакомства и связи с Аллахом и добивайся Его любви, и получишь настоящее возвышение и величие. Я прошу Аллаха дать нам пользу в том, что мы услышали на этом уроке, и содействовать нам в покаянии, которое обрадует Аллаха и продлит Его милость, щедрость и великодушие по отношению к нам. А Аллах знает лучше. Мир и благословение Аллаха Его пророку Мухаммаду. Канал «Голос истины» работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.